Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Уайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. В больнице словенского города Изола девочки провели операцию на колене. Правда, по ошибке прооперировали не то колено. Подробности инцидента пока неизвестны. Проверки продолжаются. Подобные ошибки редки, но не уникальны. В прошлом в той же больнице мальчику прооперировали не ту руку. Минздрав подчеркивает, что служебное расследование не направлено на поиск виновных, а на улучшение техники безопасности. Такие ошибки обычно связаны с несоблюдением протоколов. Сегодня в операционных используют специальные чек-листы и систему предупреждения, основанные на рекомендации ВОЗ. Ошибки, как, например, операция не тому пациенту или не на той части тела, являются в медицине самыми серьезными. В последние годы в Словении, к сожалению, уже были такие случаи. Недавно в Словении создали агентство, отвечающее за качество в здравоохранении. И как раз это агентство будет предотвращать и отвечать за такие инциденты. Минздрав надеется, что новый закон улучшит систему контроля и сделает медицину безопаснее. Мне в этой ситуации очень жаль пациентку, которая хромала на одну ногу, а теперь на две. У здания посольства Венгрии в Любляне прошла акция протеста против нового закона, принятого в Будапеште. Протестующие недовольны тем, что венгерские власти запретили проведение ежегодного гей-парада в Будапеште, а также узаконили использование технологии распознавания лиц для отслеживания участников. Это вызвало волну возмущения в Европе. Протестующие обвинили правительство Орбана в нарушении базовых прав человека и выразили поддержку ЛГБТ-сообществу Венгрии. Такие законы, ограничивающие свободу слова и запрещающие мирные собрания, несовместимы с ценностями ЕС, заявил глава Словенской ассоциации Леге Битра. Теперь за участие в шествии венгерские власти будут выписывать штраф до 500 евро, а система распознавания лиц поможет им в этом. Однако организаторы не сдаются и 28 июня планируют провести ежегодный гей-парад уже в 30-й раз, несмотря на запреты. Я сама уже дважды посещала гей-парад в Любляне. Можете перейти вот по этой ссылке и посмотреть мой репортаж. И мне бы очень не хотелось, чтобы система распознавания лиц выписала мне штраф за участие. Представляю, как будет выглядеть штраф за участие в гей-параде. Видимо, по аналогии, как со штрафом за превышение скорости. Ваша фотография крупным планом на гей-параде. 244 миллиона евро инвестированы в создание нового современного пассажирского центра, который полностью изменит облик города Любляны и станет новым транспортным хабом для всей Словении. В столице появятся новые железнодорожные и автобусные вокзалы. Пока работы идут по графику. Надеемся, что так и будет. В интернете разошлось видео, на котором водитель междугородного автобуса на линии Марибор грубо выкидывает пассажира из своего автобуса. По словам очевидцев и самого водителя автобуса, пассажир курил в салоне, угрожал пассажирам и обзывал водителя босанцем, говоря ему: «Ты босанец, что ты мне можешь сделать?» Видимо, после этих слов водитель автобуса не выдержал и применил силу. В транспортной компании «Арива», где работает этот водитель, прокомментировали ситуацию таким образом: водитель должен следить за порядком в автобусе и обеспечивать безопасность пассажирам. В 11 вечера полицейские словенского города Мурска-Собота остановили подозрительную колонну из 3 автомобилей премиум-класса. При проверке оказалось, что автомобили Jaguar и 2 Range Rover были угнаны в Италии некоторое время назад. Водителями этих автомобилей оказались молодые румыны до 30 лет. При проверке они предъявили поддельные документы, а у одного из водителей вообще не было водительского удостоверения. Украденные автомобили вернут пострадавшим итальянцам, а молодые румыны предстанут перед судом в Словении. Почему-то именно в Италии очень часто угоняют автомобили. Не знаю, с чем это связано. По мнению BBC, Словения вошла в девятку самых интересных направлений для летнего отдыха в 2025 году. Помимо Словении в этот список входят Италия, Франция, Греция, Португалия, Швейцария, Швеция и Албания. В отличие от своих западных соседей, Словения пока не столкнулась с проблемой чрезмерного туризма.
Наша страна предлагает потрясающие пейзажи, богатое культурное наследие и значительно меньше толп туристов. Надеюсь, что BBC не перепутала Словению со Словакией, когда составляла этот список. Друзья, ну и в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от плюс 12 до плюс 15. Небольшой дождь. Спасибо, Алиса. Мне приятно, что вы оценили. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!